Новенькие автобусы в Ухту передает глава Коми. 4 низкопольных, большой вместимости на газомоторном топливе и столько же обновленных ПАЗов. И это не последняя партия в этом году. Сегодня 8 передаем в Ухту. До этого вы помните, что мы передавали в Устильму, Выжму, Печору, в Троицко-Печорск и Усинск. Ну вот сейчас Ухта. И, конечно, это очень важно, потому что жители республики пишут, и в ЦУР пишут, и мне пишут на телефон о том, что автобусы старые, и поездка в этих автобусах не доставляет удовольствия. Но, конечно, вот эти автобусы совершенно другое дело. Это современные, комфортабельные. Республика целенаправленно переоснащает автопарк городов и районов современными автобусами. Свободных средств в бюджете не было, но технику закупили в рамках бюджетного кредита. 39 автобусов различной вместимости и проходимости. Какие нужны, выбирали сами муниципалы. Вы правильно сказали, проблемы эти были, постоянно и звонили, и мы знаем об этой проблеме, что особенно в часы пик, когда маломестные автобусы ездят по городу, то, естественно, все не залезает, поэтому за такой подарок, Владимир Ильич, особенно лично вам, правительству, огромное спасибо. Но это очень актуально в свете вчерашнего обращения нашего президента, который сказал, что до 30-го года полностью весь автобусный парк по всей Российской Федерации будет заменен. Я думаю, что вот это, наверное, первый шаг, Владимир Викторович, к тому, что сказал наш национальный лидер. Качество перевозок должно соответствовать современной жизни, подчеркнул глава Коми. И первым протестировал новый ЛиАЗ, сделав круг почета. Водители в ожидании поездки на новой технике делятся впечатлениями. И самим работать комфортнее, и пассажиры не будут жаловаться, что кто-то не влез и остался ждать на морозе следующего автобуса. Например, на маршрутах на Яригу, аэропорт Ухта, Ветлосян, Зерюново. Данные автобусы вот такого большого плана понадобится, у нас есть 9-й маршрут. Вот как бы они там больше пригодятся, потому что как бы там пассажиров побольше. И те автобусы, которые сейчас туда ездят, они бывают не справляются с потоком населения. Люди будут довольны по поводу вместимости, что как бы все будут успевать. Автобусы большого класса на газомоторном топливе еще и экономичнее и экологичнее, чем на бензине. У нас же все-таки Ухта-Трансгаз, практически весь транспорт их на газомоторном топливе. Заправка у нас есть, планируется еще одну, они планируют построить. Поэтому и в дальнейшем, если мы будем приобретать технику и для коммунального комплекса, будем приобретать именно на газомоторном топливе. Программа обновления пассажирского автомобильного транспорта будет продолжена. Поручение президента есть, и она уже на следующий год будет также формироваться. При этом мы рассчитываем не только на обновление подвижного состава, но и контроль за перевозками со стороны муниципалитетов. То есть необходимо комплексное решение, когда человек может прийти на остановку и ехать в комфортных условиях точно по расписанию. До конца марта в Ухту и Сыктывкар еще поступит по 6 ЛиАЗов. Выжимский район – 2 вахтовых автобуса. Техника полноприводная, высокой проходимости решит и проблему доступа в отдаленные населенные пункты. Ольга Коняева, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.